Сегодня ровно 8 лет, как в состав России вошли два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Ежегодно в этот день во всех регионах страны проходят митинги. В Сыктывкаре он прошел под знаком Z. Напомним, в марте 2014-го крымчане, спасаясь от нацизма, обратились к России с призывом защитить их жизнь и права. Наша страна, не побоявшись санкций Запада, протянула руку помощи. Президент Владимир Путин четко дал понять – мы своих не бросаем. И сегодняшние события на Украине это подтверждают. В Сыктывкаре к митингу «За мир, за Россию, за президента» присоединились почти 500 человек. И наш корреспондент Ольга Коняева. Русь, Россия, Родина. Три главных слова для каждого жителя нашей необъятной страны. Страны, в которой рука об руку в дружбе и согласии живут люди многих национальностей. Крымская весна пришла во все регионы страны. В Коми главный патриотический сбор на Театральной площади в столице республики. Ровно 8 лет назад жители Крыма и Севастополя приняли для себя судьбоносное решение. Воссоединились с Россией. За 8 лет Крым расцвел. Это сегодня совершенно другой Крым и Севастополь, которые были 8 лет назад. Это процветающие, это счастливые лица. Это процветающая республика. И что мы видим за эти 8 лет принес неофашистский, неонацистский режим Киева для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Разрушение, бомбардировки, обстрелы, тысячи погибших за это время. Боль, слезы и печаль. И, конечно, принятое решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции – это единственное правильное решение в тот момент. В ноябре 2013 года в Украине начался политический кризис, вызванный отказом официальных властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции потребовали отставки президента и правительства страны. Волна беспорядков из Киева перекинулась на другие украинские города и регионы. В 2014-м жители полуострова Крым, спасаясь от нацизма, поднявшим голову в Украине, приняли решение о независимости. 16 марта на историческом референдуме большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вступление в состав России. А уже 18 марта были подписаны все необходимые документы. Полуостров вернулся на историческую родину мирно и без конфликта. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько верным было их решение. 8 долгих лет жители Донбасса, пожелав пройти путь крымчан и получить свою свободу, были встречены кровавым режимом Киева, который устроил им водную, гуманитарную блокаду, запретил разговаривать на языке предков, а затем включил мясорубку, кровавую бойню, которая унесла десятки, сотни, тысячи жизней мирных граждан. На Театральной площади ветераны боевых действий, общественные и партийные организации, люди старшего поколения и молодежь. Все выражают солидарность с решением президента поддержать крымчан и помочь Донецкой и Луганской народным республикам. Сегодня мы часто слышим слова, произносятся они как клятва. Мы вместе с Крымом, мы вместе с Донбассом, мы вместе с президентом. Сегодня замечательный день, солнышко. Люди радуются весне, поют песни. И в самом деле крымчанам есть чему радоваться. Но боль в сердце, наверное, каждого из нас присутствует. Потому что, к сожалению, всему нашему русскому миру объявлена война. Мы считаем, что операция пройдет. Луганск и Донецк будут свободными республиками. В конечном итоге и Украина тоже освободится. Сегодня вы знаете, что вода пошла в Крым. И уже, Крым и
Херсонская область заключила соглашение жить вместе. Так что вот так потихоньку мы снова заживем вместе. Пришел поддержать как морально наших ребят, которые выполняют задачи, которые, как говорится, ведут боевые действия по наведению порядка, про принуждение Украины к миру. Мы сюда пришли поддержать их, пусть они далеко, пришли со своими сослуживцами. Хочется выразить слова поддержки нашим русским солдатам, нашим героям, потому что мы в них верим, мы знаем, что у них все получится, и мы очень благодарны, что они оставляют и защищают безопасность наших семей, нас, наших близких людей. Спасибо им огромное. Крымский полуостров вошел в состав Российской империи еще при Екатерине II после победы в русско-турецкой войне. А вот украинским он стал в 90-х годах прошлого столетия. Несправедливо, говорят историки. Вернувшись в родную гавань, за 8 лет Крым расцвел. Это отмечают и жители Коми, частые гости на полуострове. Теперь это современный туристический регион с развитой инфраструктурой. Я была в Крыму, когда он был украинским. Там было все очень бедно, и все без конца говорили: когда вы нас заберете в Россию? Вот даже нам, простым преподавателям, которые привезли туда детей на отдых, работники без конца говорили это. Сейчас, конечно, Крым более свободный, ведь и мост, и все. Замечательно. Это хороший очень остров, очень доброжелательные люди. Чтобы Крым всегда был как раньше, все вместе. Я верю в президента и верю в нашу армию. Ну, я советский человек, и этим все, наверное, сказано. Живут дружно, говорят на 3 государственных языках – русском, украинском и крымско-татарском. Крым, как и вся Россия, объединяет народы разных национальностей, а жители гордятся тем, что россияне. Мы русские, мы крови не пролили ничьей в своем родительском дому. Хоть это нас в застенках изводили по миллионам, не по одному. Может, есть места красивее, где лазурь ласкает глаз, но любуюсь я Россией. Вот страна моих прекрас. От границы до границы благородная земля. В небесах щебечут птицы, подпеваю им и я. Нет тревоги в русском сердце. Окажись в чужом краю, я всегда смогу согреться, вспомнив родину мою. Солнце светит надо мной, все приветствует весну. Я горжусь своей страной. Я люблю свою страну. Воссоединение Крыма с Россией спустя 8 лет это событие обретает новый смысл. Понятна значимость принятого решения. Это переломный момент в истории не только крымчан, России, но и всего мира. Это переосмысление и возвращение к нашим истинным ценностям. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, Артем Соколов, телеканал «Юрган».